Ребенок в опасности. Маленькому Якубу Салимову нужна срочная операция на сердце. Российские врачи готовы ее провести, но для семьи из Таджикистана эта услуга платная. 450 тысяч рублей, которых у родителей Якуба нет. Помочь собрать деньги можете вы, зрители нашего телеканала. Надо отправить СМС с суммой пожертвования или отсканировать QR-код, который вы увидите сейчас на своих экранах. Подробнее Яна Веденова. Здоровое сердце для Якуба стоит почти 500 000 рублей. Таких чисел мальчик пока не знает, ему пошел лишь 4-й год. Зато он уже отлично разбирается в телефоне. Из-за порога бегать и прыгать он может только виртуально, по ссылкам в смартфоне родителей. Якуб даже ест, не отрываясь от телефона. Родители на все готовы, лишь бы накормить сына. Мы его даже практически обманываем, когда даем там что-то покушать. Обманываем через телефон, чтобы он покушал. Из-за порога малыш плохо ест и не набирает вес. Он быстро устает, появляется одышка. Хотя еще совсем недавно мальчик рос активным ребенком. Год назад родители стали замечать изменения. Тогда врачи поставили диагноз. У него в грудной клетке она вот так поднимается. Оперировать нужно срочно. Помочь мальчику могут в московской Бакулевке. Но для семьи из Таджикистана лечение платное. Сумма, которую нам сказали, естественно, она очень большая, что мы его не сможем собирать в ближайшее время. 450 тысяч рублей для семьи с 2 маленькими детьми – это неподъемные деньги. У главы семейства эпилепсия. Работать приходится не в полную смену. Спасти Якуба можно вместе с благотворительным фондом «Детские сердца». Для этого нужно отправить СМС с суммой пожертвования на номер 7195, либо сделать перевод на официальном сайте фонда. А можно отсканировать QR-код, который вы видите на ваших экранах. Вот, молодец. А пока за Якубом приходится следить. Любая нагрузка для него опасна. Даже собирать конструктор вместе с младшим братом уже достижение. Яна Веденова и Елизавета Максимова, Мир-24. Ранее вы, наши телезрители, уже помогли 8-месячному Степе Пузакову. У мальчика также был порок сердца, а после выхода сюжета в эфир на счет благотворительного фонда поступило даже больше денег, чем требовалось. Оставшиеся средства пойдут на лечение другого тяжелобольного ребенка. Мы говорим вам спасибо.